смотрите программу «Счастливый час», и этот час с вами проведу я, Гузель Хурматова. Здравствуйте. Иногда хочется разобраться и понять, как возникли привычки и традиции, которые, безусловно, для современного человека, живущего в нашей стране. Сегодня поговорим о тюркской культуре, которая имела на нас большое влияние. К тому же в нашем городе проходит конференция «Тюрки России». На время наш город стал центром, объединяющим всех тюрков страны. У нас в студии Аргунов Константин Ильич, директор научно-исследовательского института генеалогии и этнологии народов Севера, ассоциированного члена Академии наук. Амир Дамирович Мусаев, член правления Астраханской региональной организации «Центр ногайской культуры Эдыгей», краевед. Юсупов Юлдаш Мухаматович, председатель Международного союза общественных объединений «Всемирный Курултай Башкир». И Кадырбаев Александр Шайдатович, главный научный сотрудник Института востоковедения, РАН, доктор исторических наук. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли, уделили нам время. И давайте начнем для начала с самого главного события Курултая тюрков. Да, на самом деле это такое совместное мероприятие. Действительно, я со своей, как будучи ученым, очень часто обращался именно к тюркам России для понимания, а кто это, что это за явление, да, какую часть они занимают в целом в евразийской, в российской цивилизации. Да. И сейчас, я считаю, пришло время, где действительно мы должны собраться, осмыслить тюрков России, именно России, потому что именно здесь Россия для нас является главным, а в некоторых случаях даже единственным очагом нашей культуры, где мы можем действительно полноценно развиваться, сохраняя свою идентичность, культуру, языки. И, конечно же, здесь, на самом деле, вот эта мысль, она не только зиждилась у нас, в Курултае, как говорится, да, но и параллельно возникало и у других. Вот, на самом деле, вот это мероприятие, фестиваль «Тюрки России», конференция, главным исполнительным, реализатором является Духовное управление мусульман Республики Башкортостан. Мы партнеры в этом плане. И, конечно же, это радует, что разные совершенно организации пришли практически к одному и тому же, что необходимо развивать эту историю, осмыслять. И, конечно же, мы сегодня собрали тюрков России в первую очередь экспертов, ученых, лидеров общественных мнений, общественников, да, для того, чтобы действительно вот это вот понять, проговорить, друг другу рассказать о себе и в целом, так сказать, понять, какое значение тюрки сыграли в становлении российской цивилизации. Так, и начнем тогда с самого главного вопроса. Что мы знаем о тюрках на сегодняшний день? Что известно? Да, ну, я должен вам сказать, что, конечно, понятие «тюркский мир» это, в общем-то, появилось, конечно, не вчера. Это достаточно, в общем-то, уже в 18 веке, как говорится, ну, с научной точки зрения такие вещи. То есть, когда ученые российские и западноевропейские обратили внимание вот, на происхождение тюркских народов. Вот, поскольку часть тюркских народов, очень заметная часть тюркского мира, которые приняли ислам, они немножко забыли своих неверных, в общем-то, предков. Вот. Но мы знаем, что тюркский мир своими истоками ведет, в общем-то, в раннее Средневековье. Даже еще в более ранние времена, ну, мы не будем брать там гунскую эпоху, поскольку там еще много споров, гипотез, хотя точка зрения существует, что они являются предками тюрок. Но я говорю, что это вопрос, опять же, спорный в научном плане. Ну вот конкретно можем говорить, начало тюркского мира, это где-то вот 6 век, в общем. Впервые название «тюрк» появляется в средневековых китайских источниках, в 542, ну, под названием «Тучуэ». Вот. И прародина этногенеза тюркских народов – это территория к востоку от Алтая и территория современной Монголии. Потому что Монголия стала монголоязычной, это гораздо, в общем-то, позднее, вот, ну, к эпохе там, Чингисхана и так далее. И достаточно сказать, что тюрки появляются в истории, я уже говорил, в 542 году, вот, а уже где-то в 551 году они создают первую империю степную, тюркский каганат. Но надо сказать, что, к сожалению, для массового читателя нашего
Значит, это как-то события не очень известные. Вот известные, конечно, специалистам больше. Ну, в отличие, скажем, от монгольских званий Чингисхана, Да. любой человек знает, что Чингисхан был и так далее. Но, тем не менее, и возникновение тюркского каганата, они были не менее значимы, чем события, связанные уже с потом, когда через века было монгольские завоевания. Почему? Потому что было положено начало тюркскому миру. Вот это первая степная империя тюрков, тюркский каганат, значит, возникший в 551 году, она охватывала огромные степные просторы Евразии. Ну, я скажу, что от Кореи, можно сказать, вот этот степной пояс шел через Манчжурию, через всю Монголию, потом через вот Алтай, вот там Казахстан, там Урал, и вплоть до, вы знаете, до Паннонии, на территории современной Венгрии. Вот степная зона была. Вот. Ну, и первый тюркский каганат, он просуществовал недолго, в 603 году распадается, но там тоже явление западно-тюркский каганат и так далее, это тоже яркие страницы мировой истории. И вот тогда возникает тюркский мир, и надо сказать, что тюркские народы из этого вот очага, этногенеза, где я говорил, к востоку от Алтая, они потом расселяются на гигантские расстояния. Всемирная история знает только несколько примеров расселения народов на такие гигантские расстояния. Это, значит, вот более позднее уже касается арабские завоевания, когда с территории там Аравийского полуострова, который мы тоже знаем, где Саудовская Аравия находится, они расселились до Атлантики, вот, значит, и до Индийского океана, вот, и Северную Африку все заняли. И второй период, это когда после великих географических открытий европейские народы, ну, колонизуя там Новый Свет, вот, значит, американский континент, Австралию и так далее, тоже расселились на огромное расстояние. Вот явление, как говорится, расселения тюркских народов, которые расселились в настоящее время, мы знаем, что эти народы живут от Якутии, вот, представитель которого у нас тут же присутствует в студии, до Балкан. Вот. Ну, Большая территория. Да, очень. большая территория, ну, в том числе, естественно, большая часть территории, которую занимают современные тюркские народы, это все-таки территория России. Я скажу, что в настоящее время вот эта проблема стала не только, в общем-то, актуальной научной, она всегда была актуальной научной, была в сфере, значит, вот, внимания российских, западных ученых, там, китайских ученых и так далее. Ну, это научное, конечно, всегда был это интерес такой вызывался, тем более, что каждый народ интересуется, в том числе и любой тюркский народ России, своим этногенезом. Вот, значит, это занималась наука. Но сейчас она стала важна и политически. Почему? Потому что, ну, вы знаете, сейчас внешние вызовы, не буду на них останавливаться, вот, которые угрожают целостности вообще государства российского. Вот, и поэтому как никогда необходимо единство всех народов. А пришло понимание, ну, оно и было раньше, конечно, но сейчас особенно остро, что основа, конечно, единство – это в союзе наиболее многочисленных народов. Это многочисленные народы Российской Федерации, это, конечно, славянские народы в лице русского народа и других там народов поменьше. И также, в общем-то, тюркских народов. Почему? Потому что они составляют, в общем-то, основу, тот фундамент, на котором зиждется государство российского. Ну и так сложилось, в общем-то, исторически. Надо сказать, что вот я представляю Институт Востоковедения, и мы выполняем, в общем-то, задания вот, там, президентской администрации, вот, которые даже вот, выпускаем монографию «Славяно-тюркское единство». Потому что это действительно, в общем-то, очень актуально и политически и так далее. Ну, надо сказать, что не только, как говорится, в поле зрения находится история тюрков, собственно, современной России, потому что понятие «Россия», на мой взгляд, оно тоже, в общем-то, более широкое, чем мы сейчас трактуем. Это не только территория нынешней Российской Федерации, это историческая Россия. Каковой, кто бы что ни говорил, являлся Советский Союз, в общем-то. Поэтому мы также разрабатываем историю стран Центральной Азии, ну, большинство из которых подавляющее, ну, кроме таджиков, значит, являются тоже тюркоязычными народами. Это тоже в русле вот, как нашей конференции, хотя я, может, там самопроизвольно несколько расширил. Вот. Ну, вот с этой той эпохи, кажется, когда вот появился тюркский мир, ну, идет история всех, в общем-то, тюркских язычных народов. Я скажу, что роль тюрков в России здесь особенно значима тем остается, что самое большое число тюркских народов, которые существуют на нашей земле, они живут в России. Ну, они имеют разные статусы, кто-то имеет там республики разного уровня, кто-то не имеет, кто-то является коренными народами России с точки зрения вот, нашего руководства, кто-то, значит, являются не коренными России с точки зрения нашего руководства, но самими народами они так не считают, допустим. Ну, поэтому наш тоже мир тюрков в России, он, в общем, очень многообразен. И поэтому вот
намерение проводить вот эти конференции, вот, кстати, в Уфе, это актуально со всех точек зрения, которых я, в общем-то, сегодня отметил. Востоковедение – это такая наука, которая представляет, вот есть целый институт, у нас он один флагман не только отечественной науки, но один из таких мировых значений имеет, не побоюсь этого сказать. Там тоже изучаются все народы Востока, начиная там от Марокко и кончая там Океанией, Япония. Но должен сказать, что изучение тюркских народов, оно имеет очень длительную традицию. Я уже говорил вам, что российская вообще тюркология, и как один из его там подразделений, там туркология, изучение других отдельных тюркских народов, оно, в общем-то, имеет, сколько, 300-летнюю, наверное, традицию, в общем. Источники тоже многообразные. Вот первый, конечно, источник – это китайские источники, древние, средневековые источники, истории мусульманские источники, это арабо-персидские. Вот. Туда можно к источнику отнести там, и генеалогические предания народов, о которых мы, в общем-то, будем говорить, вот, там, Шеджере и так далее. Вот. Так что русские летописи тоже являются источником тюркских народов. Вот. Труды западных путешественников, которые находились тоже. Вообще территория внутренней Евразии, она за свой вот такой исторический период имела периоды объединения и периоды распада. И вот, как сказал предыдущий гость, действительно, впервые вот эта внутренняя Евразия была объединена в эпоху первого тюркского каганата. Следующее объединение было это эпоха уже империи чингизидов. И потом уже Российская империя, Советский Союз. Причем Советский Союз, он вышел даже за пределы этого региона, включая, так скажем, социалистический лагерь тех стран. Да? То есть, если так посмотреть символьно, соседние, так скажем, цивилизации, которые живут от нас на Западе и на Востоке, они уже поставили эти границы. На Западе это римский лимес, который проходит, в частности, вот в Паннонии, да? На Востоке это Китайская стена. Вот этот внутренний вот этот регион, внутренний регион Евразии, континентальной Евразии, он начинался вообще объединяться именно вот тюрками. Первоначально это был, конечно, военный такой путь, но потом всегда после войнов шли торговцы. Да. И впервые вот эта северная ветка, по крайней мере, так называемого Великого Шелкового пути, она начала работать, соединяя Дальний Восток и Запад Евразии именно в эпоху первого тюркского каганата. То есть здесь по этим магистралям шли не только товары, шли идеи с запада на восток и с востока на запад. То есть это были такие интеграционные моменты. Вот. И когда наступали после, так скажем, эпохи подъема спады, и это единство рушилось, наиболее такие, так скажем, люди, которые думали о будущем, они искали опять новые пути объединения этого самого региона. Вот сейчас мы стоим, в принципе, в этой точке. То есть сейчас начинается эпоха опять сборки. И весь вопрос, на какой основе мы будем собирать это все. Было сказано, что... Так на какой основе? Я сейчас скажу. Было сказано, что тюрки, они сейчас, в частности, имеют, каждый имеет свою определенную идеологию в силу там исторического и прочего периода, да, своего. А кто-то находится в исламе, кто-то в христианстве, кто-то традиционно в буддизме, кто-то в традиционные сохранил верование до еще вот, так скажем, христианского или исламского периода. Но сейчас на основе чего объединяться-то? Объединение может происходить на основе этики. То есть, что такое этика? Этика – это что можно, что нельзя и что нужно делать. И у всех народов, которые проживают на этой территории, в принципе, основные этические нормы поведения, они одинаковые. Давайте мы какие-нибудь примеры приведем. Что общее между этническими группами? Что общего? Да, какой-нибудь пример. Почитание старших. Это по сути. Семья. Все то, что сейчас у нас называется традиционные ценности. Это в основе? Это в основе, да. Потому что мы говорим о чем? Мы говорим о создании этого объединения на основе как бы 7 народов. А в семье работают не законы. В семье все, так скажем, отношения строятся на этике. То есть ты почитаешь старшего, а старший заботится о младших и так далее. Вот на этой основе, так скажем,
можно строить дальнейшие интеграционные моменты. Ну и по поводу вот тех символов, наследия того, так скажем, тюркского периода, вот те народы, предки которых входили в, так скажем, тюркский каганат и так далее, они имеют в своей традиции, в пищевой традиции, это потребление конины. Те народы, которые находились под влиянием уже более позднего государства, такого как империя чингизидов, они имеют потребление в пищу такого продукта, как, ну, наподобие вот пельмени, то есть мясо, завернутое в тесто. Да. Если вы посмотрите, потому что пищевая традиция, она одна из самых таких консервативных. Если вы посмотрите, вы определите, какие народы хоть как-то связаны с тем или иным историческим периодом развития вот внутренней Евразии. То есть пельмени, по сути, это является продуктом культуры тюркского народа? Нет, не только тюркского. Она была развита, получила распространение с Востока, с Дальнего Востока, да, именно вот на те регионы, которые были как-то связаны с империей чингизидов. В том числе и Италия, которая через генуэзские и венецианские, так скажем, республики была связана с Причерноморьем. Ну, и говорить там про внутреннюю Евразию уже тут не Я бы здесь добавил, в плане, вот очень ценная мысль по поводу интеграционного характера вот этого средневекового тюркского объединения, да. У нас же сейчас вот в плане основ, современных основ была заложена основа нашего музея кочевых цивилизаций, которого в Чешминском районе. Это суть, по сути, вот то, о чем мы говорим, это на самом деле реальный шаг, который сделан в плане интеграции вот нашей, ну, условно скажем, внутренней Евразии, да, российской цивилизации. Вот, поэтому это, конечно, очень важно. И вот на следующем, завтра буквально начинается, точнее, сегодня уже начался фестиваль Башкорт-Ате. Это тоже, на самом деле, вот Амир Дамир сказал о том, что, ну да, были военные истории, но, по сути, это самую интеграционную часть, вот эти вот торговые сети формировали и так далее. И Башкорт-Ате, это, на самом деле, вот частичка, наверное, такая проекция такого прошлых каких-то путей, торговых путей, как Кунгар-Буга, вот у башкир сохранилась, Канифаева и так далее. Она, по сути, находится вот на этих путях как раз, где сегодня, вот буквально уже, и мы, дай бог, завтра поедем, уже собираются наши, в том числе и представители тюркских народов, и спортсмены, и артисты, и ученые. Давайте обратимся к северу. Хочу присоединиться к коллегам и дополнить. Мы приехали с севера, с Якутии, в составе 3 человек делегации. Но приехали мы поделиться опытом, тоже перенять лучший опыт вот, по изысканиям происхождения тюркских народов. И вот присоединюсь к коллегам, вот что у нас объединяет. Да? Мы ведем чисто республиканской объеме республики геологические изыскания, в котором участвуем все, начиная от органов государственной власти, местного самоуправления и ученых краеведов нашего краеведческого сообщества. И в то же время мы ведем сейчас на основе 809 указ президента в 2022 году вышел, да, о сохранении традиционных нравственных духовных ценностей. И вот после 2-го съезда народов республики мы уже переходим именно на создание слова. Впервые мы с 2018 года эту терминологию используем. Сохранение генеалогического наследия. Да? И наравне, естественно, не генетическое, а генеалогическое наследие. Почему? Потому что именно генеалогическое наследие формирует наше единство наших народов. Почему? Потому что исследуя, изучая генеалогию народов севера, наших, да, мы вышли, что действительно, что именно генеалогическая эта взаимосвязь времен поколений предков наших общих, и она связывает нас. Россия – это, как вчера я говорил, это материковое государство. Да мы ниоткуда не пришли, никакой материк не завоевывали, никого не колонизируем. Россия всегда, она, как говорится, расширялась, расселялась, естественно, и присоединялись добровольно же, да. И поэтому мы
являемся как бы едиными потомками всех тех предков, которые еще тысячелетиями вот собирались. И вот поэтому мы прибыли сюда, чтобы еще раз свою вот это нашу тюрко-славянскую единородословие наше. И на этой же базе вот мы хотим, вот в 2025 году, у нас в 2018 году съездом народов республики было принято направление о проведении форума Дальнего Востока, ну, по генеалогии, да, который мы хотим в 2028 году вот, провести 3-й съезд, но уже как бы Сибири и Дальнего Востока, чтобы потом уже выйти на российский вот этот масштаб, как говорится, форум отдавиться российского, но не со стороны единой там Сибири или Дальнего Востока, Якутия, а всей российской, именно научно-краеведческой и государственных структур, чтобы все мы едины. Понимаете, почему вот сейчас очень трудное время, вот специальная военная операция, она показывает, что действительно 812 года Отечественная война, 40 Великая Отечественная война. Почему России никто не побеждает? Потому что когда трудно, мы все как единокровные братья. Мы никогда не делимся, понимаете? Мы единородословные, единоконтинентальные. И если Настолько нас у нас в разложить, традиции, да? в каждой частице каждого народа есть именно тот этнос, субэтнос, суперэтнос, гиперэтнос. Вот. Мы русский народ, например, идентифицируем по нашим изысканиям как гиперэтнос. Почему? Потому что российский, русский народ, это который нас идентифицирует, представляет как единый народ, он представлен во всех континентах. А вот, например, якуты мы как бы суперэтнос, который вот по территории 3 миллиона 100 тысяч более квадратных километров, это 1/5 сейчас России, да, и во всех генеалогических вот этих поколенных росписи, во всех семьях представлена вся Россия. Ого. Все бывшие соцлагерь Советского Союза и включая другие континенты, понимаете? Поэтому вот мы, якуты, только как суперэтнос по своей территории во всех родах мы представлены. Как бы суперэтнос по своей. Ну, и, естественно, если по России, то мы субэтнос. Почему? Потому что не во всех, естественно, этнических сообществах мы не представлены. А русский народ, он во всех субъектах у нас представляется. Понимаете? Нет субъекта, в котором не было бы примеси, субстанции вот, российской крови. Поэтому вот мы прибыли сюда. Для чего? Потому что перенять опыт о нашем едином вот, тюркославянском происхождении, чтобы потом в будущем все это использовать для нашей работы, для единства наших народов. И сделать вот это как бы основой идеологии. У нас очень сильно ведется патриотическое воспитание. У нас 7 героев России, понимаете, да? Почему? Потому что именно от семьи и рода начинается патриотическое воспитание. Вот именно духовно начинается с семьи. И вот поэтому вот на этом направлении у нас именно на уровне при поддержке главы республики, государственных органов, местного самоуправления, научно-краеведческого сообщества. Вот эта работа ведется, и мы хотим кое-как что-нибудь передать наш опыт и в то же время перенять. Понимаете? Тюркология у нас есть тюркологи, но чтобы вынести это на всеобщее обсуждение, найти взаимосвязь культуры, традиций. Вот это мы приехали сюда перенять и благодарим очень тех, которые нас вот пригласили. Вот. А можно ли привести какие-нибудь примеры вот этих взаимодействий, перенятия культурных традиций, вот, допустим, коренных народов Севера, тюркоязычная общность какая-то? У нас общая, вот, например, коренные народы Севера. Это очень длинный эволюционный этногенез этих народов очень трудный, как говорится, вот у нас сельскоконтинентальный климат же, да. Поэтому единство народов наших как? Вот по генеалогии, если брать, у нас якутский народ, ну, народы Севера, у нас трехуровневое вот это генеалогическое наследие имеется. Это фольклорная часть, в которой действительно тоже, в котором четко отражается
Потом чисто архивная часть, это по 17-19 век, и современность 4-6 поколений. Да? И что в нашем здесь все время стержневое корень, единство, да? Именно по родословию якутов, начиная с 17 века, в нашем родословии мифологической, плюс дополнительно архивный документ, начинают появляться Только в русские. 17-м? Да, русские. Ну, которые вот при соединении, да. А потом уже и башкиры появляются. Понимаете же, да, вот это, после, когда их пересылали, где-то 2000 и более, когда пересылали нас, все на западной части у нас башкиры очень были хорошо большие представлены. башкирские Да. поселения. Да. А потом они со временем вот слились с нашими родами, и сейчас у нас есть даже башкирские рода, понимаете, вот, да, которые присоединились к якутским. Якуты башкирского происхождения, да. С 17 века у нас идет славянские корни, которые у нас все Как присоединены. интересно. Вот это единственный стержень. Ну, у нас вот этот вопрос не поднимается и очень хорошо, активно на государственном уровне. Вот единство народов. Именно по родовому признаку. Понимаете, в каждой семье у нас стержнем, который является якутский народ и русский народ, имеются все примеси, гремучие наши народные. Понимаете, Да. да? Вот это стержень мы всегда как бы хотим, что это было идеологией нашей. Понимаете? Да, нам нужно прерваться на короткую рекламу. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Вы смотрите программу «Счастливый час», и мы продолжаем разговор о культуре тюркоязычных народов. Напоминаю, что у нас в студии участники форума «Тюрки России», которые нашли время и пришли к нам в студию. Я хочу вам представить нашего еще одного гостя, Шамурадова Фархата Абдалимовича, исполнительный директор Тюменской областной общественной организации «Национально-культурная автономия сибирских татар», краевед, специалист по генеалогии. Спасибо вам большое. Здравствуйте, что пришли. Мы в прошлом блоке говорили о том, что взаимовлияние, взаимствование между коренными народами. И вот в процессе разговора у нас за кулисами остался еще один нюанс, который хочется уточнить. Давайте вы продолжите разговор, который вы начали. Действительно, если так смотреть на историю нашего государства, Россия стала Россией после середины XVI века, когда в состав московского государства вошли огромные пространства Поволжья и Западной Сибири, которые были заселены тюркоязычными, угро-финскими народами. Вот, то есть началась вот эта образовываться евразийская вот эта держава, и много представителей военной элиты, тех народов, которые, вот, скажем, вошли в это государство, они участвовали в процессе создания его. И поэтому вот, если брать вот в частности нас, Нулаев, наши предки пригоняли в ту же самую Москву огромные табуны лошадей. И в русском лексиконе появились такие понятия, как нагайская лошадь, нагайский нож, нагайский кинжал и нагайская плеть, которая сейчас называется нагайка. Нагайка, да? Также одежда традиционный тюрк, западных тюрок, в частности, потомков полцев, да, она была заимствована соседними народами, не только славянскими, но и народами Кавказа, казаками и так далее. То есть вот эти папахи условные, мы их называем бörk, Нугай-бörg, Бухар-бörg. И у нас есть также такое подразделение, раньше было родовое среди полцев, Кара-бörkли. Это тоже заимствование оттуда. Вот эти приталенные щепкени, которые сейчас называются черкесскими, это тоже тюркское влияние. Этот покрой, он наблюдается в степях западного Дешти-Кипчака еще со времен Хазар, Алан и так далее. Высокие сапоги, каблук, стремена, это все принесли в Европу тюрки. Что стало, вот эта культура лошади, верховая езда и так далее. Штаны, которые сейчас являются неотъемлемым элементом мужского костюма, это все связано с всаднической культурой, которую туда принесли тюрки. Ну и если брать русский язык современный, там очень огромный пласт тюркизмов, которые связаны не только с военным делом, но и с
бытом, связаны с, так сказать, финансовой структурой. Деньги, казна, алтын. Но это только вот то, что мы слышим. Вот. Поэтому здесь такие интеграционные, взаимно проникающие моменты, они за те века, которые были на этих просторах, они сейчас появляются. Их надо вытаскивать. Об этом надо просто говорить. Об этом надо говорить. Надо говорить, для чего это надо говорить. То есть надо уходить от того принципа, который существует в западной римской культуре, условно говоря, разделяя и властвуй, а переходить вот на тот принцип, который здесь существовал с древних времен, это объединять и направлять. Угу. Вот вы говорили сейчас, произносили названия различных предметов на вашем языке, да? Я так подумала, боже мой, как много общего. Вот у нас на башкирском то же самое. Я думаю, что, возможно, какие-то якутские слова больше очень похожи. Да. Хочу вот здесь тоже дополнить, да, насчет якутского языка. Вот мы 1000 километрах на севере живем, да, при такой температуре и разнице, территориальная аура проживания наших народов, да, но в то же время вот там, на севере, мы вот якуты обусловлена, хоть и большая территория, живем с тюркским языком, а между нами огромная территория, вот где проживания, да, и вот великое переселение во времена вот это наступление холодов, мы этого не боимся сказать, что нас действительно связывает очень вот эта тюркоязычность. Почему? Потому что даже турси, когда же они от арабского мира свой язык отделяли, у них вот это словарь Пекарского у них находится в музее, как чистый эталон тюркского языка. Понимаете, да? И у нас вот это якутский тюркский язык распространен как французский язык во всех тюркских Точно. республиках. Язык Можно сказали национального хара мышления, и да? так далее. У нас кыс, вол, сейчас все поймут, береги, весь бесал, то, что, о чем я говорю, да, кыс, вол, кел, барман и так далее. Понимаете, да? Вот он, наш вот разговорный язык. Вчера мы были здесь, с женщиной разговаривали, и она нашла где-то 30-40 языков, ну, слов, которые абсолютно, если медленно говорить, четко похожи вот на наш язык, да. И мы там вот со своим тюркским языком очень отдельно живем. Но видите, какая взаимосвязь. Вот феномен этот мы еще Да. Я наверняка просто этого хотел совместно. сказать, что целые группы русского населения, вот исторические, ну, 19 век, значит, которые вот были наряду с родным языком, знали, в общем-то, тюркские языки. Причем до того свободно они знали, что, например, возьмите уральские казаки, кстати, с которыми история башкир тоже связана. Там из казахов, например, они даже в быту, хотя могли держать работников, там этих казахов, башкир и прочее, но в быту иногда они говорили там по-русски и переходили просто на там казахский или башкирский язык, в общем-то. Это масса было. Ну, во всяком случае, до 30-х годов 20 века. Ну, целые группы это казачество, допустим. Ну, достаточно посмотреть бессмертные произведения, скажем, там, того же Льва Николаевича Толстого, там, казаки, допустим, там, гребенские казаки, когда, в общем-то, они тоже пользовались нагайским языком, кстати. Вот, который был, они, причем не только в общениях там с нагайцами, допустим, но и с чеченцами, допустим, и так далее. И между собой считалось шиком говорить на нагайском языке. Ну, это вот, просто читать это казаки, допустим, это повесть Льва Николаевича Толстого, в общем-то, и так далее. Баскаков есть такой был ученый, великолепный тюрколог. У него есть одна книга «Русские фамилии тюркского происхождения». Он, значит, когда там самые неожиданно русские фамилии, оказывается, когда его разбирать с точки зрения геральдики, ну, он брал знатные рода, у которых были гербы там, и с точки зрения вот фамилии, они оказывались тюркскими, понимаете, там. Ну вот как раз Фархат, наверное, Вот сможет слово рассказывать, да? Болдырев о том, не всегда оказался испокон русской фамилии. Оказывается, это от слова балдырка, болдырь, аметист там, и так далее. Там Годунов, вообще масса. Фархат, вам же есть что добавить. Да. Вы же изучаете как раз Да, родословную. конечно. То есть, если брать сибирских татар в настоящее время, у них тоже непосредственно такая богатая культура, история, этногенез тоже непростой. И если брать язык, язык, как мы знаем, в 2011 году он был официально признанным языком, внесен в реестр и признанным языком
Российской академии наук в том числе. И проводя параллели между братскими народами нашими, вот, башкирами, нагайцами, у нас очень большая общая такая историческая культура. И если брать то же самое родовые деления, да, у нас есть те же самые рода, что есть, к примеру, у нагайцев, есть у других тюркских, да, у башкир. Вот, к примеру, да, у казахов территориально они рядом находились. И здесь нужно сказать, что вот исследуя, я сам являюсь специалистом по генеалогии, мной вот за последние 2 года уже исследовано более 350 родословных. Ого. Вот, Это много. и в каждом роду есть определенная память, что они относят к какому-то конкретному роду. Там, к примеру, род Сальцяк. Сальцяки или Сельджуки, род Иштек, род Бикатен, род Терсек, то есть род Аялы, к примеру. Это у них в памяти или как-то закреплено в фамилиях, или вот еще каким-то другим Это образом? можно проследить как в фамилиях, можно проследить как в топонимике местности, названий поселений в том числе. Вот. Ну, я считаю, что на самом деле в современных, вот в наших реалиях глобализации, наверное, и информатизации, это, наверное, является такой важной культуроохранной задачей нации, так как каждый народ транслирует уникальный культурный код. Если мы разрываем вот эти вот культурные связи, нет преемственности, соответственно, у нас утрачивается вот эта вот связь, и культурный код стирается. Соответственно, начинается перенимать и, возможно, да, чужой культурный код навязывается. Поэтому я считаю, что необходимо изучать, исследовать. Если брать, конечно же, по конкретно родословным, у нас, вот у сибирских татар, сейчас прослеживается тенденция вот этих вот съездов. Вот вчера Азат Тагирович сказал, что в свое время тоже у башкир это было определенного рода какое-то стихийное такое явление, феномен. И я считаю, что у нас тоже сейчас у сибирских татар, наверное, назрел такой период, что все-таки мы начали обращаться к своим корням. И вот буквально недавно, и я сам участвовал тоже в съезде своего рода, вот в Башкирии есть Шежере Байрам, у нас он как фестиваль проходит, да, ну фестиваль конкретно Шежере, рода, да? просто фестиваль рода, фестиваль народа. они пока родами собираются, но тенденция такая, что прям уже популярно становится. Вот последний род, он собирался почти, собрал 250 представителей рода. Они собирают именно по родовым? По родам, да. И вот одна из наших задач, нашей национальной культурной автономии, это как раз-таки проведение вот такого рода фестивалей. У нас уже есть проект, есть у нас уже положение, перенимая вот опыт наших коллег, башкир, других, получается, тоже представителей тюркских народов, мы тоже хотим впоследствии проводить вот такие вот своего рода как бы конкурсы, да, фестивали. Видно, что люди заинтересованы этим, потому что если нет, я сказал, преемственности, нет изучения истории своей семьи, а ведь история семьи – это история малой родины, это история всей нашей страны, получается, неразрывно связана. Изучая историю своей семьи, он изучает историю всей своей, получается, страны. Ну да, Вот. в истории семьи, по сути, Да, я вот просвечивается вся история жизни. Добавлю, да вот очень так правильно все говорят. Вот у нас в Якутии сейчас работает проект «Древо предков» будущим поколением. Да? У нас коллега сейчас вот участвует в этом крутая детской редакции. Да? И у нас среди именно для школьников вот это конкурсы родословия. У нас даже в российских конкурсах дети занимают призовые места, да, по родословию. Поэтому это очень четко, жестко ведется. Вот последние 2 года у нас 600 человек участвовало вот в конкурсах родословия, да.
Это добавить туда надо отца, мать, деда, бабушку, учителя, руководителя как научного, ну, как и методиста. И представляете, вот сколько. Поэтому у нас в народе вот это, мы генеалогическое наследие представляем таким образом, что это переданное от предков и перенято от наблюдений природы. Поэтому вот родословие Сежере, да, он имеет чисто природные свои корни. Понимаете, это наши предки, изучая вот окружающий мир, животный, растительный, они дошли своим умом философски, что именно вот историческую свою память надо сохранять через родословие, а оттуда переходить на единородословие. Ну, естественно, с российскими корнями, как единые вот братские народы. Вот эта работа, патриотическая работа вот такая очень сильно ведется, и мы благодарим вас, вот всех наших коллег за то, что пригласили, мы новыми глазами уже смотрим. Это не тюркизация России, а тюркославянизация, чтобы мы все должны объединиться. И вот корни от вас вот мы получаем. И спасибо за это. Ну, это исследование, наверное, генеалогии, это как и нематериальное, так и материальные Духовное. носители, да. Да. Нематериальное, нематериальное, которое сохранилось в семье. Вот я изучаю, тоже исследую. Очень много приводят и показывают свои сачара. Что такое сачара? Сачара – это шаджаря. Да, Шаджаря. шаджаря. Мы говорим сачара или сацара. Вот, которые из поколения в поколение передавали вот эти вот свитки, вот эти вот пожелтевшие уже, на пожелтевшей бумаге уже выцвевшие родословия, написанные арабицей. И когда мы переводим, и я уже документально подтверждаю эти все имена, вот у нас в нашем архиве в Тобольском хранятся все 7 ревизий, это точно, до 1782 года. Также у нас уникальный архивный документ. Это по всем населенным пунктам практически, по сибирско-татарским. Это всероссийские переписи населения То есть к вам в 1897 случае чего года. можно обратиться, да? Да, Ну, да. Когда начинаешь искать. Да. Правильно говорит. Да. Наши первые вот эти священники, вот эти, они в Тоболь же шли, а потом уже в Иркутск, Да. а потом уже нам вернулись. Миссионеры, Понимаете, да? да. Наши вот эти копии всегда в Тоболь шли, в первую очередь. Поэтому мы должны иметь связь. Да. Поэтому на самом деле интересно, нам нужно, вот вы тоже вчера сказали по поводу того, что семейные архивы сохранять нужно. По поселениям. Да, по поселениям. Вот. И их Массово как-то начали. нужно еще систематизировать и Да. как-то в общую какую-то базу собирать, наверное. Обязательно. Да. Ну вот смотрите, вот человек, обычная семья, да, у них как бы они только начали размышлять по поводу того, как создать свои шажиры. Что им нужно сделать, если у них нет этих самых свитков, которые бы смогли бы рассказать об Ну, их корнях? первоначально, конечно, если первые документы брать, это по хозяйственной книге, к примеру, можно обратиться к домовым книгам, по хозяйственным книгам, ЗАГСы обратиться можно документам, хотя они начали вестись у нас в 1924 годах. По хозяйственные переписи, получается, проводились, если потом глубже, вот от них уже мы можем оттолкнуться и уже попасть в документы 1897 года и глубже. Тиражи, Да, метрические книги, да. Вчера же мы говорили, что приходских вот мечетей, метрические книги, потому что до революции же роль ЗАГСа играли Да, приходские да, священники. А вот если, допустим, условно, это был только в одном экземпляре, да? Просто хочу сказать, что а вдруг какая-то вот мечеть была сожжена? сейчас я скажу. Вот у нас в Якутии при взаимодействии, я же говорил, с органом государственной власти и с научным сообществом, например, 1927 года перепись первая всероссийская, да, которая у нас хранится, именно семейные списки, они у нас национальным архивом и через национальную библиотеку, через электронную сеть стали через сельские библиотеки доступны каждому как здорово. жителю, понимаете? Поэтому у нас до 4-6 поколений сейчас доступно создать чисто на архивно-документальной основе создать свой родословие. Ну, родословие всегда надо начинать из круга своей семьи. С Понимаете, мамы, это папы, историческая бабушка, память, дедушка, да? А потом уже вот 1917-1896 года, а потом уже эльвийские сказки. Поэтому вот у нас эти национальный архив даже через метрические книги наши, которые у нас хранятся, эльвийские сказки, через свой сайт в общем доступе, через программу «Элараист» для доступа
населению. Очень доступно, поэтому у нас вот это массово идет. И вообще у нас в крови это генетически оставлять. Почему? Потому что якуты, живя обособленно, было очень опасно кровосмещение. Ага, Понимаете, да, точно. Генетически. Генетически. Это болезни орфанные, которые наследственны. Поэтому это как бы защитная мера была, которая принята, естественно, от наблюдения природы. Почему зайцы мигрируют, олени мигрируют? Понимаете, вот это все они изучали и переняли. Поэтому мы говорим, что вчера была философия, которой человек, когда уже начал осмысливать, кто я, а потом, кто мы, Кто мы? для чего живем, и что нужно сделать, чтобы сохранить себе подобного и передать своим потомкам. Ну, вообще, вот среди народов, которые, тюркских, в частности, народов, которые как-то связаны вот со степной культурой, кочевым образом жизни, тогда существует такая традиция запрета брать родственников до 7 поколений, как минимум. То есть каждый, так скажем, тюрк должен знать 7 поколений своих предков, как со стороны отца, так и со стороны матери. Как минимум, да, как минимум 7. Ну, Это у тюркских кочевых народов. Да, Да, у кочевых, его связанных, тоже. связанных Это с до 9 кочевыми. Нагайцы, Да, казахи, да, да. якуты, по-моему. Да, тоже до 9 кочевые поколений. народы. Жидарка это называется у нас. Киргизы, каракалпаки тоже. Да. Но не И- оседлых. Да. И говорят, что если берешь девушку, бери издалека, Алстану. То есть, как это определялось еще, у каждого народа была своя родоплеменная структура. Каждый род имел свою тамгу, это родовой герб, свой боевой клич, уран, свое название. Также и у нас. У Да, башкир, и у в нас частности, тоже. например, даже есть духи, это священные птицы, покровители рода, или животные, как это, онгон, как они называют, дерево. Да, то есть это вот эта структура, она как бы вот кристаллическая решетка своеобразная вот этого этноса. И действительно, если вот это все ломается, появляются такие, как скажем, как свободные атомы, радикалы, которые потребляют чуждые, скажем, понятия и так далее, и начинается вот эта деформация, разброд, шатание и так далее. Вот. Поэтому это все как иммунитет Да, этноса хороший иммунитет от этноса. внешних, так скажем, плохих заимствований. Хороший всегда заимствует то, что... Оно само прорастает, как сорняки, Да, то, что положительное. Да. А вот плохие какие-то вот идеи, которые там еще, особенно если они там завернуты под какую-нибудь красивую обвертку, они разрушают этническую структуру изнутри. Это то, что тот же Лев Николаевич Гумилев называл антисистемой или химерой. То есть все, что ведет к разрушению. Вот. У нас осталось совсем немного времени. Давайте как-то подытожим. Ну, я хотел сказать, поскольку мы собрались тут на такой теме «Тюрки России», и вот это символизирует то обстоятельство, что вот Башкортостан является, в общем-то, не случайно вот, центром проведения подобного рода мероприятий. Ну, во-первых, потому что, не умаляя ни в коем мере другие народы, в том числе тюркские, все-таки башкирский народ является крупнейшим народом, в общем-то, есть тюркоязычной семьи. Ну, а среди кочевников, кочевых тюркоязычных народов, он является самым многочисленным, в общем. Поэтому неудивительно притяжение. Поэтому он тесно связан, вот, значит, со всеми тюркскими народами России. Ну, в первую очередь, конечно, особенно которые живут рядом, по соседству с ним. Это кочевники, у них родоплеменная структура. Вот, в общем-то, в принципе, роды и племена, там, если посмотреть, там, с нагайцами те связаны. Ну, нагайцы – это вообще, кажется, этнос, который... Вот нагайский цикл есть у всех степных тюркских кочевых народов. У башкир тоже, в общем-то. Вот, довольно-таки заметно и так далее. Ну, тем более, что как бы башкиры одно время находились вот под управлением Ногайской Орды. До того, как пришли калмыки, тоже обстоятельство было. Это наложило неизгладимый отпечаток. Вот, во многом, поэтому это близость языка наибольшая, как говорится, в общем-то, башкиры и так далее. Ну, с казахами тоже, вы знаете, 18 век, при всех там набегах кочевников друг на друга, тем не менее, бунтари башкирские, они всегда скрывались, в общем-то, спасались в казахских степях. Хан Абулхайр вроде был российский подданный, казалось бы, номинальный, но тем не менее Карасакала он так и не выдал, который вождя восставших башкир, который бежал от карающей десницы Российской империи туда. Вот. Ну, также и с тюркоязычными народами Кавказа, вот, российскими и не только российскими.
Вот. И поэтому неудивительно, что башкиры, на них тоже несли историческая ответственность, потому что это очень крупная республика, именно тюркская, это как бы цитадель, в общем-то, как говорится, тюркских народов вот, в составе, в общем-то, Российской империи. Вот, один из тоже фундаментов, в общем, государственности, учитывая, тем более, историческую роль башкир вот, в установлении российского государства. И я думаю, этим тоже во многом обусловлено то, что мы собрались вот именно в Башкортостане. К сожалению, закончилось время нашей программы. Спасибо большое, что приняли приглашение и пришли к нам в студию. А с вами была программа «Счастливый час». Всем хорошего дня.